Benvenuti nel TG Russo. Приветствую вас в студии российских теленовостей. Владимир Путин принял участие в саммите «Россия-Европейский Союз». По инициативе европейской стороны состоялась встреча главы российского государства с председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпуем и председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Стороны провели откровенные крупномасштабные обсуждения, посвященные основным элементам стратегического партнерства, а также направлениям, по которым они намерены развивать его. Рассматривались вопросы, касающиеся стабилизации экономической обстановки, стабилизации работы институтов, расширения рыночного доступа, уделяя особое внимание интенсификации торговых взаимоотношений, которые будут способствовать повышению спроса и созданию новых предпринимательских возможностей для обеих сторон. По итогам саммита принято совместное заявление России-ЕС по борьбе с терроризмом. В декларации отмечается намерение проводить совместные семинары, учебно-тренировочные курсы и другие мероприятия для обмена наилучшими практиками противодействия терроризму. Новость опубликована 28 января пресс-центром Кремля. Совещание с членами правительства. Совещание стало продолжением запланированных встреч главы государства с руководством правительства и ключевых министерств, в рамках которых обсуждается ход работы по приоритетным направлениям реализации задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию в развитии майских указов 2012 года. В ходе совещания обсуждались меры по совершенствованию законодательства в сфере земельных отношений и жилищного строительства, вопросы социального развития страны, а также некоторые актуальные темы, в частности взаимодействие с Украиной в финансовой и энергетической сферах, а также кооперация в области промышленного производства, в области самолетостроения и судостроения. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение ипотечных отношений в России, проведение работы по ипотечному кредитованию и влияние этой работы на решение жилищной проблемы. Владимир Путин уделил особое внимание обсуждению широкого спектра вопросов взаимодействия между Россией и Евросоюзом, в том числе о развитии российских отношений со странами, которые были европейскими коллегами включены в программу Восточного партнерства. Новость опубликована 29 января пресс-центром Кремля. Выступление на заседании Президиума экономического совета. Под председательством Владимира Путина состоялось заседание Президиума экономического совета. При участии руководителей ведомств, губернаторов, представителей экспертного делового сообщества обсуждались наиболее актуальные вопросы состояния и развития экономики. Обсуждались вопросы повышения эффективности работы жилищно-коммунального комплекса страны. Распределение ответственности между муниципальными образованиями, регионами и федерацией – это важнейший вопрос. Каждый уровень должен нести свою часть ответственности, должен знать, за что отвечает. Проблем в ЖКХ немало, и граждане сталкиваются с этими проблемами ежедневно, подчеркнул президент. Владимир Путин предложил сосредоточиться на 3 направлениях. Первое – улучшение качества услуг управляющих компаний в ЖКХ. Правительством было принято решение о лицензировании деятельности управляющих компаний. Второе направление – установить понятные правила формирования платежей. Принят закон об ограничении роста стоимости услуг ЖКХ на долгосрочный период. И в заключении – увеличение ресурсов для модернизации ЖКХ, используя современные технические решения и новые материалы для обеспечения надежности, безопасности и долговечности коммунальной инфраструктуры. Для достижения поставленных задач было предложено расширить источники привлечения средств, прежде всего стимулировать приток частных инвестиций, задействовать механизмы государственно-частного партнерства. Новость опубликована 30 января пресс-центром Кремля. Президент поздравил патриарха Кирилла с 5-летием интронизации. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран патриархом в конце января 2009 года. День вступления патриарха на Первосвятительский престол по традиции ежегодно отмечается церковью как праздник. Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 5-летием со дня интронизации и отметил вклад предстоятеля Русской Православной Церкви не только в религиозную, но и в общественную работу. Я уверен, знаю точно, что эти 5 лет пролетели для вас как один день, потому что вы всегда с людьми, всегда в работе, занимаетесь не только чисто религиозной деятельностью, но и большой общественной работой. Большое вам за это спасибо. Позвольте мне пожелать вам и здоровья, и дальнейших успехов, сказал Путин патриарху во время встречи. Патриарх Кирилл поблагодарил главу государства за поздравления. Со своей стороны настолько, насколько могу, стараюсь содействовать всему тому доброму, что происходит и в жизни народа нашего, церкви, но и в меру сил содействовать и доброму развитию нашего Отечества,
сказал патриарх. Новость опубликована 1 февраля пресс-центром Кремля. В Москве начинаются дни Мосфильма, посвященные киностудии. Ведущее предприятие киноиндустрии России, на котором осуществляется производство практически всей отечественной кино-, теле- и видеопродукции, празднует свое 90-летие со дня создания. Творческие встречи, тематические вечера и бесплатные показы легендарных фильмов начнутся в понедельник, 3 февраля. Юбилейная программа на целую неделю развернется для зрителей в столичном клубе «Эльдар». В ретроспективную программу включены фильмы, максимально отражающие основные черты эпохи, утверждают организаторы. Главный юбилейный вечер намечен на 8 февраля. На празднике будут представлены картины, ставшие лауреатами самых престижных кинофестивалей, начиная от Канн и Оскара и заканчивая Венецией и Берлином. На сцену будут приглашены те, кто участвовал в создании этих лент. На вечере также прозвучит музыка к кинофильмам в исполнении известных певцов и актеров. Дополнит юбилейную программу череда творческих встреч, на которых зрители смогут встретиться с выдающимися деятелями киноискусства. Новость опубликована 3 февраля информагентством «Итартас». Международный Пушкинский театральный фестиваль стартует в Пскове. С 3 февраля в Пскове стартует 21-й Международный Пушкинский театральный фестиваль. Откроет фестиваль постановка Псковского театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина, музыкальное изложение пушкинского графа Нулина, режиссера Василия Сенина, а также состоится торжественное открытие драмтеатра после более чем 2 лет реконструкции. Реконструкция Псковского академического театра драмы имени Пушкина велась с 2011 года. Средства на реставрацию исторического здания, а также на оснащение театра современным оборудованием регион получил из федерального бюджета. Обновленный театральный комплекс состоит из 2 зданий – отремонтированного Народного дома и нового здания мастерских. Фестиваль пройдет на нескольких площадках в Пскове и в поселке Пушкинские горы. Основной площадкой станет Псковский драмтеатр. В программе фестиваля постановки Московского театра на Таганке, Новосибирского драмтеатра «Красный факел», лирическая фантасмагория Санкт-Петербургского Большого театра кукол, спектакль-перформанс от Русского инженерного театра «Ахе» и другие постановки. Также в рамках форума в Пскове пройдут открытые кинопоказы и выставки, лекции и семинары. Новость опубликована 3 февраля на сайте РИА Новости. Благодарю за внимание. Увидимся на следующей неделе. Grazie per l'attenzione, ci vediamo settimana prossima. Questo programma è stato realizzato con il patrocinio dell'Istituto di Cultura Russa Michel Lermontov di Napoli.